Всех приветствую. Меня зовут Иванова Калиста Самвеловна. Я являюсь общественным деятелем, художником, членом Творческого союза художников России, членом Евразийского художественного союза, представителем Международной галереи Мира Gallery и автором нового направления в мире современного искусства. Сегодня у нас проходит в Чебоксарах выставка под названием Other Art. В переводе с английского обозначает «другое искусство». То есть на этой выставочной площадке представлены работы, очень современные работы, очень необычная выставка. Мы видим с вами работы разных стилей и направлений. Мой стиль называется Арт Калиста. Они выглядят примерно вот так вот. Основные особенности этого стиля Арт Калиста в том, что доминирует яркий чистый цвет, золотые металлизированные детали, необычные образы, несущие определенный смысл. Каждая работа несет в себе определенный смысл. Например, вот эта работа, она называется «Ложка необходима к обеду». То есть очень часто люди живут, что-то делают и не задумываются о будущем и начинают в последний момент что-то там спохватятся. На самом деле это неправильно. Надо заранее знать, что ты делаешь, как ты живешь, для чего ты это делаешь и какой должен быть результат твоего труда. Вот эта работа, она называется «Золотая маска». Сегодня такие современные реалии, что все хотят надеть на себя какую-либо золотую маску и создать впечатление очень роскошной жизни, очень успешного человека, когда зачастую сами этакими не являются. На самом деле не стоит пускать глаза в пыль в глаза, не стоит пускать пыль в глаза, потому что рано или поздно правда она откроется. Поэтому каждому человеку нужно быть в этой жизни самим собой, не одевать никаких масок, и даже золотых. Ну, вы же, Калиста, художественное образование нигде не получали, да? Ведь? Да. Как вы начали работать? Как вы начали заниматься художественным творчеством? У меня нет художественного образования профессионального. Я начала работать с 14 лет. Жизнь меня заставила зарабатывать деньги очень в раннем возрасте. Со школьных лет я зарабатывала деньги сама, и с 14 лет я полностью себя обеспечивала. Я начала работать продавцом на рынке. На летних каникулах я стояла на центральном рынке и продавала пирожки с бачком. То есть в ходе моего развития позже я стала... Кстати, мама меня хотела отправить учиться в высшее военное заведение. Я даже сдала все нормативы, но из-за того, что в тот год отменили набор девушек в Саратовском химическом военном университете, я в тот год не поехала на обучение и поступила в медицинский колледж на учебу. Но через месяц я оттуда ушла, потому что поняла, что чтобы быть медицинским работником, необходимо призвание. Да? У меня такого призвания не было. И я начала снова на свою трудовую деятельность. Я работала менеджером по рекламе. Вот как пришли к художественному творчеству? К художественному творчеству я пришла, будучи беременной вторым ребенком. Мне захотелось взять холст, кисти и краски и начать создавать свои работы. С чем это связано, я не могла объяснить. Но мой прадед, армянский прадед, был художником-декоратором. Он расписывал стены, декорировал, создавал трафареты для декорирования.
создавал эскизы для создания ковров, был в своем круге очень известным художником. И когда он умер, у него остался огромный сундук с принадлежностями, и в голодные и холодные времена этот сундук отдали за мешок картошки. Я думаю, что мои гены сыграли определенную важнейшую роль в развитии меня как художника, и я благодарна природе и Вселенной за такой дар и за то, что я могу творить такие вещи. Как профессиональный художник оценивает ваши работы? Поначалу профессиональные художники и академики не знали, как реагировать на эти работы. Мои знакомые за спиной надо мной посмеивались, потому что эти работы, они были с самого начала очень странными и ни на что не похожими. До этого момента таких работ никто не видел и никто не создавал. И, соответственно, академики тоже не знали, как на это все реагировать. Но спустя какое-то время мой труд начали ценить за границей, и потом уже в России меня начали воспринимать как серьезного художника, который создал свой неповторимый определенный стиль. Сегодня мои работы, видимо, полюбились зрителю и ценителям искусства. И сегодня я не скрываю, что очень много я публиковала свои работы в социальных сетях, в интернете. И на сегодняшний день очень многие тысячи людей по всему миру уже работают в той технике, которую я создала, и создают похожие работы. Ну, то есть вы новатор в этом деле? Да, я родоначальник, автор этого направления, этого стиля, когда используется холст и накладываются слои, создаются объемные детали, очень усиленно декорируются золотыми пигментами. И сейчас появляются уже такие работы после меня. Этот стиль как называется? Арт-калиста я назвала. Так как я его создала, я долго думала, как же его назвать, и создала арт-калиста. Лишь потому, что арт в переводе с английского – это искусство, а калиста в переводе с греческого обозначает прекрасное. То есть дословный перевод арт-калиста – это прекрасное искусство. То есть эти картины, они очень волшебные для меня. Я считаю, что искусство – это волшебный мир. Такие сказочные образы, очень яркие, очень много золота, чего раньше не использовалось вообще на холстах, в работах. Выставляюсь в разных странах, участвую в разных общероссийских международных проектах, становилась не раз победителем в таких проектах. Вот недавно победила в международном проекте, который организовывали итальянцы. И они организовали такой интересный проект, и победители этого проекта выставлялись уже в Москве вместе с 25 лучшими художниками Италии. И из России было мало победителей, всего лишь около 6 или 7 русских художников. Со всей России художники принимали участие в этом проекте. И в этом проекте я победила, и итальянцы меня пригласили. И я благодарна за то, что они ценят мой труд, потому что, на мой взгляд, итальянцы сегодня это истинные ценители стиля и красоты. И когда тебя по достоинству оценивают люди, которые это видят, эту красоту, то становится вдвойне приятней. Получается, искусство ценится за рубежом больше, чем в России. Когда за рубежом признают художника, начинают у нас тоже признавать. Да, но никуда не денешься, приходится признавать. Это, мне кажется, всю жизнь у нас в России так же было. Ну, во-первых, искусство, оно за рубежом, во-первых, очень развито. Это мощнейший двигатель экономики и культуры любой европейской страны. Когда за рубежом устраивается международная выставка искусства, туда съезжаются люди со всего мира, художники со всего мира. Они приезжают туда, да, живут там в гостиницах, в отелях, посещают кафе, рестораны, покупают сувениры. То есть это своего рода такой экономический кластер.
То есть за счет таких людей экономика развивается. Притом эти выставки, они проводят не в столицах европейских стран, а в небольших маленьких городках, чтобы и у маленьких городков была возможность экономического развития и заработка. Таким образом, они привлекают огромнейшее количество туристов. То есть это у них основная составляющая экономики. Дай бог, чтобы у нас и в России в скором времени поняли это и обратили свои взоры на развитие и поддержку современного искусства в стране. У нас же сегодня в стране нет нормальной государственной премии в области современного искусства. Я считаю, это огромный пробел для нашей страны. Необходимо молодежь в сфере искусства поддерживать, вдохновлять, побуждать творить новые произведения искусства. Все-таки в этом огромное будущее нашей страны, в этом огромный потенциал, и это наследие нашей страны. Нельзя закрывать глаза на такие вещи. То есть искусство и культура – это важнейший момент развития общества, культуры. Это наследие нашей страны. Спасибо вам большое. Желаем успехов. Спасибо большое.